Добрый вечер, друзья! Я нахожусь в городе Якутске. Перед нами наша славная выпускница. Представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Анна Трифонова. Анна, скажите, пожалуйста, когда вы познакомились с тренингами Жаната Жусупова, и какие тренинги прошли, и какую получили полезность по каждому тренингу, если вам не сложно? Да, я тренинги Жаната Жусупова прошла в августе 2017 года в Якутске. Там было несколько тренингов. Первое – это счастливая семья. Второе – это здоровье, кажется, было, да? Потом еще было... Ну, очередность не обязательно, вот просто скажите по каждому тренингу. Допустим, тренинг прошли мужчина, женщина, наука взаимоотношений, как вы назвали, счастливая семья. Да, счастливая семья. Какую полезность вы получили? Так, какую полезность, да? Основная полезность в том, что я приняла себя такой, какая я есть. То есть, если раньше я не считала себя принадлежащей именно к женскому полу, если я раньше себя считала, допустим, определенным видом, не знаю, там, есть животные, есть рыбы, птицы, есть Анна Архиповна Трифонова, то есть какой-то определенный вид. То есть я себя так рассматривала. И, возможно, из-за этого мне как-то не гармонично было жить в этом мире, потому что я не находила себя. То есть у меня было много вопросов, на которые я не могла получить ответы. И, возможно, у меня были неправильные направления, жизненные ценности. То есть, когда я прошла этот тренинг, я поняла, что, оказывается, природа женщины должна быть именно тем, что она должна дарить красоту, любовь и ничего больше. То есть особо дальше думать не надо, усложнять себе жизнь не надо. Вот так вот. Ага, Анна, скажите, пожалуйста, а вот в следующий тренинг прощения проходили, да? Да, прощение проходила. Какую полезность вы получили? Полезность. То есть я получила полезность в том, что прощать – это есть очищать себя. То есть если человек живет, он всегда, пачкает, он общается, да, это общественное животное, человек, и он контактирует с людьми, он общается, знакомится, работает, сотрудничает, и всегда в этих отношениях у него, неосознанно создаются такие условия, что он испытывает обиду на кого-то, да, либо, возможно, кого-то обижает, или, возможно, что-то не принимает. Из-за этого ему сложно жить, и это у него в сознании сохраняется, и человеку сложно жить. Дальше развиваться, он остается в каком-то этапе своем жизненном, и дальше, закрывается его, будущее закрывается, перекрывается. Из-за того, что он все время возвращается к какие-то старые свои обиды, вспоминает кого-то, все время там напоминает себе о чем-то, каких-то там... То есть вы хотите сказать, что вы, пройдя этот тренинг, вы получили какое-то понимание, осознание, почему так происходит, такие случаи в вашей жизни, ситуации такие складываются, да? Да. Ага. Следующий тренинг, вы проходили тренинг «Цель себя достигай»? Да. Какую полезность вы получили? Полезность? Да, цель достигай. Я поняла, что человек должен мечтать, у человека должна быть мечта, хотя бы элементарно. Мечта должна быть ежедневная, на неделю, на месяц, на год. То есть он должен делать какие-то планы, ставить себе цели какие-то, да? И, то есть, он должен к себе относиться так, чтобы, как он относится к другим. То есть, если раньше я желала только другим делать хорошо, а про себя забывала, то есть свои цели и задачи я не старалась выполнять, я думала, важнее для меня выполнять обещания, которые я дала кому-то или чему-то, а не себе. То есть из-за этого, возможно, у меня тоже были какие-то непонимания и неправильные такие жизненные эти ценности. Тренинг «Делай деньги» проходили вы, Анна? Да, проходила. Какую полезность вы получили? Это было для меня такой тренинг интересный. Он больше меня раскрыл на то, что как я отношусь к деньгам, как вообще я принимаю все блага
ну, как бы вселенной, да, то есть вселенная, она дает всем одинаково, то есть нет такого, что этому больше, это им мало, или кому-то вообще ничего не дает, да, всем одинаковые возможности даются, только ты должна использовать все свои, ну, инструменты, которые у тебя есть, то есть ты должна просить это не унизительно, да, или там, не знаю, отдавать, ну, в долг, что-то типа такого. Если я раньше думала, что просить это унизительно, оскорбительно, то есть я не могу себе позволить у кого-то что-то попросить или, не знаю, там, одолжение сделать, то после этого тренинга я поняла, что просить это не так уж и плохо. Тренинг «Будь здоров» проходили? Нет. Не проходили. Тренинг «Техника накачки энергии». Да, я проходила. Какая полезность? Ой, это самый хороший тренинг был, и ну, я могу ее выделить. Почему? Потому что я работаю очень много, прям с 10 утра до 12 ночи, можно сказать. И в процессе работы я устаю и не понимала, я вроде питаюсь, вроде занимаюсь спортом, и все равно как бы не хватает чего-то. Я не могла понять, чего мне не хватает. Может быть, я что-то неправильно делаю, может, я неправильно что-то планирую. И после того, как я прошла вот этот тренинг накачка энергии, там одно упражнение мне очень понравилось. «Встреча солнца» называется. Ее делают рано утром, на рассвете, как только вот солнце встает. И если ты утром его делаешь, то у тебя весь день проходит очень бодро, насыщенно, как будто, я даже не могу описать, как будто я приняла какую-то лошадиную дозу допинга или какого-то такого активатора энергии, бодрости. Это реально, я даже не понимала первый месяц после того, как я начала практиковать вот эти упражнения, я даже не понимала, что со мной происходит, почему я не устаю, что со мной, почему я как зомби, почему я мало сплю и себя бодро чувствую. То есть сейчас я себя очень даже бодро чувствую, я вообще даже забыла, можно сказать, о недосыпании, хотя я могу ложиться спать в 2 ночи, в 3 ночи и проснуться в 6-7 и нормально себя чувствую. Я и даже не страдаю. Замечательно, Анна. А тренинг «Выступай» проходили? Нет. Ну, тогда, Анна, смотрите, вы достаточно прошли тренингов, чтобы ответить на вопрос, в чем же тогда уникальность тренингов Жаната Жусупова, в чем уникален сам тренер, для того, чтобы, если вы порекомендуете к своим знакомым, и на вопрос, а в чем он отличается от других тренеров, что бы вы ответили? Уникальность тренинга заключается в его простоте, его доступности. Если, допустим, я тоже вот, можно сказать, с 2017 года, где-то с апреля месяца, начала интересоваться различными тренерами, тренингами, много смотрю, слушаю, да, и очень много тренеров и тренингов, которые я просто один раз услышала и забыла, допустим, да, то есть их вот учения, их направления, методики мне особо как бы не подошли и не запомнились. То есть мне как-то показалось, что это очень сложно, непонятно, это надо что-то, какие-то процедуры делать, что-то там. Даже я запуталась, что там надо делать, даже не помню. Поэтому я, наоборот, за простоту, за доступность, и чтобы это было не просто доступно, а легко и с радостью это делалось. И эффект сразу чувствуется. Сразу пошли результаты. Да. Все, Анна, спасибо большое. С вами были Анна Трифонова и Жанат Жусупов.